Китайские власти собирают генетические данные мусульманского уйгурского меньшинства страны в рамках программы принудительной трансплантации органов, рассчитанной на медицинских туристов-мусульман из стран Персидского залива, сообщили эксперты на слушаниях в Комитете Конгресса США в среду. Выступая перед комиссией Конгресса США по Китаю, Итан Гутман, научный сотрудник Мемориального фонда жертв коммунизма и автор книги «Убийство», рассказывающей о принудительной заготовке органов, заявил, что уйгуров в возрасте от 20 до 30 лет забирали из массовых концлагерей и убивали ради их органов. По словам Гутмана, китайская индустрия извлечения органов началась 10 лет назад с использования адептов запрещенного духовного движения Фалунь-Гун, но примерно в 2017 году из-за спроса со стороны медицинских туристов с Ближнего Востока она сосредоточилась на уйгурах и других мусульманах, заключенных в тюрьмах Восточного Туркестана. Чтобы скрыть геноцид в Восточном Туркестане, китайская администрация устроила фальшивую уйгурскую пропаганду, заставив китайцев в Европе носить традиционную одежду уйгуров. На снимках, опубликованных в китайских социальных сетях, китайская женщина была замечена гуляющей по Пражской площади, известному туристическому центру Чехии, в традиционной одежде турок-уйгуров. Внимание привлекло то, что китаянка фотографировалась с туристами и говорила, что уйгуры – одна из 56 наций в Китае. Уйгурская диаспора в Чехии считает эти действия Китая попыткой скрыть геноцид уйгуров и обмануть людей, создавая фальшивых уйгуров. Китай вмешался в кризис в Газе, встретившись с представителями Хамас впервые с начала израильско-хамасовской войны 7 октября. Газета The Times проанализировала эту встречу как признак желания Китая иметь свой голос в противовес США. Ван Кейджан, бывший посол Китая в Ливане, встретился с лидером Хамас Исмаилом Ханией в Катаре, что свидетельствует о расхождении позиции Китая с позицией Израиля и Запада по кризису в Газе. Министр политики права и безопасности Индонезии Хади Тьяхджанто заявил, что его страна будет продолжать проявлять бдительность в отношении возможных проблем безопасности и конфликтов в спорном Южно-Китайском море. Тьяхджанто добавил, что претензии Китая на Южно-Китайское море противоречат суверенитету Индонезии в море Северного Натуна. Бригада Маджид освободительной армии Белуджи, действующей в Белуджистане, совершила нападение на порт Гвадар, который используется империалистическим Китаем в качестве базы в рамках проекта Китайско-пакистанского экономического коридора. Пакистанские силы безопасности заявили, что в среду они предотвратили крупное нападение в Гвадаре, портовом городе в юго-западной провинции Белуджистан, в результате которого 8 вооруженных боевиков были убиты при попытке проникнуть в комплекс управления портом. Согласно заявлению итальянского антимонопольного ведомства, на итальянское, британское и ирландское отделение TikTok, социального медиаприложения, принадлежащего китайской группе ByteDance, наложены штрафы на общую сумму 10 миллионов евро за то, что они не защитили несовершеннолетних пользователей от потенциально опасного контента.